Этот малыш появился на свет только 4 дня назад. Красивый и здоровый, весом в 4 килограмма 170 грамм, он принес большую радость и счастье своей семье. Мама еле сдерживает эмоции. Ребенок – это всегда счастье. Это маленькое крохотное существо, которое мы обязаны растить, заботиться о нем. Это аманат от Всевышнего. Счастье, конечно. Малыша решили назвать Карим. Он 11-й ребенок в семье Багоевых. У Марьям Хамхоевой 10 мальчиков и 1 девочка. Ребята приехали поддержать свою маму и, конечно же, посмотреть на своего младшего братика. Он очень красивый, мне нравится. Это будет мой любимый братик, я буду за ним смотреть, буду ему помогать. Справляться со всеми детьми, говорит многодетная мама, легко и просто. Ей это доставляет только радость. Женщина всегда мечтала о большой и дружной семье. И для молодых мам, которые еще не набрались опыта и только учатся материнству, у Марьям есть один совет. Верить в лучшее и заботиться о своих детях. Из перинатального центра сегодня выписали еще одну мать-героиню – Зиту Кокорхоеву. Женщине 32 года. Она родила уже 13-го ребенка. Девочку весом в 3 килограмма 560 грамм. Приняли очень хорошо. Врач Мугушкова Мадина смотрела. У Зиты 10 девочек и 3 мальчика. Маму с малышкой выписывают домой в удовлетворительном состоянии и отличном настроении. Женщины наблюдались кто в местной амбулатории, где и проживает, а кто в перинатальном центре. У обеих роды прошли без осложнений. Конечно же, это значимое событие для этих семей, для, в принципе, общества нашего, для республики. Я думаю, что все те инициативы, которые были выдвинуты правительством Российской Федерации в 2022 году, дали вот именно такие результаты, потому что поддержка многодетных семей является большим подспорьем. Я очень надеюсь, что все те детки, которые растут в их семьях, будут окружены вниманием, заботой и всем необходимым. За последний месяц в перинатальном центре на свет появилось 478 малышей, больше половины из которых мальчики. Также за минувший месяц врачи отмечают снижение числа родов с оперативным вмешательством. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.